Сколько снега, блин. Дофига обсуждений было насчет лопаты, когда раскидывал этой лопатой с крыши снег. Надо больше лопаты там туда-сюда. Знаете, такие куски больше этой лопаты, что отсюда влезает, там тяжело раскидывать, потому что натрамбовано там все, этот снег, и он тяжелый. А вот что вот влезает, даже мне вот такие куски. Он килограмм 5, наверное, получается. Самое то раскидывает. Спешить некуда. Куда спешить? Рано или поздно закончишь все равно свою работу. А ты возьмешь вот такой ширины лопаты. И такие огромные куски снега раскидывать очень тяжело. Так что, если вот, скажем, пухляк, это да, понимаю. Нормально. Так, ну сюда уже, в принципе, можно улану. Туда, что она шамиет. Вот смотрите, сколько тут. Очень много, вот до этого, как сказать, ну, до сюда. Нормально. Если захочет, залезет. Ну, если нет, так нет. А где ваши тарелки? Я фиг знает. А, туда. Где твои тачки? Сколько на тачки? Так. Где нашли? Что там? А, что тут? Так. Вот твои тарелки. Вот второй. А этот дырявый не держится. Сейчас накормлю вас. Не беспокойтесь. А? Это дырявый. Так, все. План. Дичка твоя свободна. Можешь туда заходить и переночевать. Все нормально. Не знаю, вот только залезет или нет. Но это уже его дело. Я освободил. Туда можно запросто залезть, там тепло, сено, туда-сюда. Что-то нюхтит. Что-то нюхтит. Туда. Амон пыр мансыча. Пыр. Лак. Лак. Туда. Лак. Сейчас. Все. Яйда. Конкурент. Все, план на месте. Айда она в коридоре, она будет ночевать. В избушку не пущу я ее. Ну, вот так. Вот это ты в место попал, план. Ты на месте. Вот и пусть отдыхает. Тоже снивший он бежал, устал немножко. Ну, как устал. Не знаю, сколько километров им надо бежать, чтобы они намертво устали. Если человек километров... Я вот 44 километра прошагал один раз в походе.
и 44. Но я тоже устал тогда. Собака 3 раза больше может. Ну, километров 120 это запросто она побежит. Мне дед говорил, что если ты 20 километров прошел, собака все 60 пробежит. Ну, круги он делает, намного больше он километраж наматывает. Тула, все, отдыхай. Накыль. Сейчас каши им насыплю, чтобы немножко подостыло. Время 16:36. Вон там солнце. Там солнце. У меня тоже, в принципе, суп сварено. Ничего пока делать не надо. Наверное, я на часик еще схожу на рыбалку. В принципе, можно еще сходить. 16:36 где-то. Ну да. Сейчас чай попью и буду думать. Может, на рыбалку сбегаю еще. По мискам разложил каши для них. Каша с салом. Такая еда. Корм или еда. Как правильно там собак кормят. Значит, корм. И подостынет, сейчас на рыбалку сбегаем, подостынет все это дело и накормлю их. А я и сейчас чаек, наверное, бахну с такими сушками и тоже нормалек. Суп потом поужинаю, пока аппетита нету такого, весь потевший. Вся жидкость из организма, наверное, вышла, потел много из-за этого. Ну, пока все нормалек. Смотрите, сколько дров тут. Там целая поленница и тут. Сейчас еще одно полено туда закину, пусть немножко тлеет так спокойно. А так избушка, ух, такая жара уже. Все четко. Собаки гуляют. Третья лунка, ребята. Вышел на вечернюю зорьку, он оттуда начал рыбачить. Третья лунка, и пока тишина, ни одной поклевки. Рюкзак ничего не взял, только пакет с крючками и для рыбы пакет еще. Все, налегке сходим, пару поворотов, наверное. Если получится. Там везде кругом открыто, вот тут, там поворот, там течение, там яма, потом за течением там попробую. Ну, вроде 1-2 штуки обычно тут ловится, а сейчас что случилось с рекой, блин, вообще тишина, клёва нету, одним словом. Ребят, хочу похвастаться, смотрите, какой хариус попался за вечернюю рыбалку. Сколько уже бродим, сколько лунок я просверлил. И отпускаю эту рыбу. Все, пусть уходит. И, короче, ну это он еще, наверное, плавает там. Да, вон, хвостик виден. Иди домой. Гуляй вообще. Вот. Сколько уже я спустился, там начинал вот так поворот сделал, потом вот так поворот сделал, потом вот так поворот сделал, и здесь вот уже иду. Здесь иду, здесь перекат тоже посерединке, такой островок получился, тут коряга большая, коряга, валежники там лежат, и такой холмик. Я, короче, посередке здесь прошел, но здесь лед не такой толстый. Я не знаю по толщине сколько, но лед тонкий. Тут, конечно, ямы, поворот, яма, глубокая яма здесь. Но и время поджимает. Время поджимает, надо уже, это течение вроде как, или рыба, непонятно. Время поджимает, надо обратно. Что? Вроде что-то клюет или нет там. Фонарик не взял, надо обратно идти.
Обратно идти. Ну, лунок 20-25, наверное, я сделал уже. И первая лунка, вот где вот клюнул, хоть какая-то рыба клюнула и попался вот такой харюзок. Жалко, даже такие я не беру. Это ельцы и то крупнее. Вообще мелочь. Что осенью, вот здесь вот рыбачил тоже осенью. С таких размеров тоже попадались, я отпускал, но видно, они то же самое, эта рыба и плавает. Кроме них никого. Я не знаю почему. Завтра с утра еще, может, порыбачу, попробую, но чтоб целый день бродить, не знаю. Тулан пришел, тоже лежанку себе делает. Да ложись уже. Вот. Ну, видно, один был. И сейчас вот, смотрите, опять все прояснилось. Ни одного облачка нету. Ветер стих, как будто вообще ветра не было. Полный штиль, вечереет. Буквально через час, наверное, уже тьма будет. Я так думаю. Сейчас время 17:59, 6 часов уже вечера. Я еще на речке. Но все-таки я здесь 2 или 3 лунки еще просверлю, попробую, и все, здесь я остановлюсь. Дальше уже не пойду. Там заманчивые места еще будут, но не хочется уже. Все, шабаш. Там просверлю одну, и там на яме еще просверлю. Вот там. А там мои путики, тропинка там на этом месте снимал не раз, вот где вот тропинка медвежья была, вот тут проходила. Тут он проходил, короче, и здесь он проходил вот тут. И вот на этом повороте он переход делал, и прямо на мою избу он ходил. Там, короче, туда пойдет возле избушки и вниз уже по этому берегу спускался. И такие круги он делал. Дятлы еще летают, не спится им. Да, вот тут. Ну, много раз я снимал, показывал это. Пошли, Тулан. Это наша последняя лунка. Все, хватит шабаш. Набурился я сегодня. Короче, лучше магазинской рыбы ничего нету на сегодняшний день. Речная рыба вкусная, но если поймаешь. А сегодня у нас нифига не выходит. Чего не вышло? Знаю. Поэтому я мало рыбачу тут. Потому что не ловится. Я не знаю почему. Рыбы тут нету. Верховье все-таки. На Верховье более-менее еще рыбак ловят, но здесь бесклёвье, одно бесклёвье. Сколько мы рыбачили сегодня? Вот с утра 2 штуки поймал. И сейчас вечером рыбачил. 1 штуку только. И то отпустил. Так. Где-то с полкилометра мне до Бураницы. Вот напрямик. До Бураницы пойду. И по Буранице уже на избу. Так. Разберемся. Быстром надо идти. Потому что темнеет. А спешить никак не получится. Потому что у нас такой, что то держит, то не держит. Фу, блин.
Вот так, чага. Везде объявление. Чага, чага. Ох, какая береза, блин. Такой материал стоит тут. Угу. Вот так. Вечерняя тайга. Хорошо, пока медведи, блин, спят. Более безопаснее. Ну, сейчас начинают уже просыпаться. Скоро уже это еще с полмесяца, наверное, осталось. Ну, целый месяц. Нет, меньше. Полмесяца и все, они уже просыпаются. Начнут просыпаться. А эта береза такая мощная. Вот на видео, конечно, не такая. Но вот я вот стою. Такая громадина, блин. Смотрите. Мощная береза. Там тоже кубатуры стоят. Кубатуры стоят. Ох, какие высокие они тут. Сколько бересты. Сколько материала. Топорище сколько можно сделать из этих берез. Так. Я вот болтаю. Главное, чтобы направление не потерять моей болтовной. Ладно, ребят, выключаюсь. Думаю, встретимся уже на избе. Сейчас надо мне внимательно смотреть, куда мне идти. Где-то метровые лыжи надо сейчас. Самое то. Маленькие такие, малюсенькие. Но вот так, по такому масту, наверное, или снегоступ, или что там. Вот, сейчас вот именно так. Именно то время, что вот снегоступом легко ходить. Так, все, могу я заблудиться, ребята. Что-то однотонный лес. Надо выключаться и идти. Так, тут зайчишки гуляли. Ага, изгрызли все. Эта осина свалилась. Сломалась летом, да, летом, осенью, потому что уже было. Это где-то в конце лета он свалился, сломалась. И сейчас вот зайчишки перекусили тут. Видно, надо. Вон следы их свежие еще. Как бы, может, в эту ночь они еще приходили. Вот так вот. Вечерняя прогулка получается у нас. Я тут разобрался с направлением. Сейчас уже не потеряюсь. Сегодня во сколько так? Что там, рябчик? Будто я кого-то слышал тоже. Будто из боровой птицы, наверное. Рябчик взлетел. Короче, вставал сегодня я, будильник 4 часа делал. 4... Нет. Подожди, я запутался вообще.
4, наверное. 4 вроде. Точно запутался я. Не помню уже, во сколько я будильник делал. Или в 3, или в 4. Где-то в 3, наверное, хотел встать. Потом будильник позвонил. Ну, звонок будильника. План. И смотрю, блин, вообще тьма. Тьма. Да, я думаю, еще полчаса, где-то 3:30 наверное, встал. Потом туда-сюда. Туда-сюда, пока рюкзак собрал, там остатки, что оставалось. И уже посветлело на улице. Вот тогда и поехали. Вот сухостоя сколько. Вот сухостой, там сухостой, елки. Это еще свалится в нее. Вот так. Примерно так. Такая рыбалка получилась. Красиво. Очень красиво. Закат. Солнце уже село. Блин. Местами вообще до колена. Местами до колена. Проваливается. Не держит, блин. Тоже и собака пробежала. Ну вот, наши дочесы. Хорошо. Опа. Все, вышли на федеральную трассу. Магистраль такой. Здесь хорошо идти. Там отлично. Фу. Один бездельник на месте. Ждет. Айда, наверное, уже место заняла. План. Заняла место, Айда. Не подпустит тебя. Он уже лежит. Он уже лежит там. Там уже. Опа. Ну да ладно. Главное, мы тоже на месте. Рыбалку закончили. Сейчас будем собак кормить и отдыхать. Все. Сейчас еще тендом накрою буран. В принципе, снега нету, ничего такого. Избушка полная тьма. Оп. Давай, пошли кушать. Давай. На. Лох, хайда. Там сюда же. Оп. Хайда. На. Все. Ну вот, покушайте. Все. Будку нам отнесу. Давай, да, туда. Мон. Давай там. Там еще Ян. Лак. Вот так. Все. Айда. Ты место. Давай. У тебя своя миска. На чужой огород не лезь. Вот еще. Там прикроем. С удовольствием Тулан кушает, а Айда что-то
не нравится. У меня в избушке светло. От пауэрбанка там светильник. И собак накормил. Вот сейчас я лежу, отдыхаю. Даже чай еще не попил. Позвонил домой. Как бы обычно я после приезда сразу звоню. А сейчас вот, ну, так получилось, что только что вот вечером я позвонил. Время... Так, сколько время там? 7 часов. Без 5:07. И что я вообще включил камеру? Я вот сейчас, ну, больше 12 часов на ногах бродил. Ну, физическая нагрузка. И я вот сейчас лежу, отдыхаю в теплой избе. В теплой избе еда, все приготовлено уже. И ну вот сам я снимаю видео про свою охоту, про свою быт, своей избушки там туда-сюда. И также я в ютубе смотрю каналы. Бывает, я не подписываюсь под каналами, но я регулярно, что мне нравится, я смотрю. И сейчас вот я смотрю, начал выкладывать Саша Счастливый. Много тысяч там у него подписчиков, уже 50 с лишним тысяч подписчиков. Люди смотрят его. И он выкладывает сейчас фильм про таежную жизнь. Полгода вроде как он в тайге. И в каких условиях. Я вот пришел уставший, и я лежу в своей избушке в тепле, а они как с вертолетом полетели там и живут в палатке. Ну вот сейчас вот, что вот выкладывают в серии, в палатке живут, и дождь там, ну, конечно, условия, жесткие условия. И сравниваю его и себя. И трудный путь он выбрал, в общем. Трудный путь. По трудному пути идет. Со стороны смотришь его, и вот как будто то неправильно, здесь неправильно, или здесь вот правильно сделал, там правильно сделал. И как меня вот тоже в комментариях оставляю, что я неправильно делаю, что там замечание сделать, тут замечание. И я на него смотрю, вот, и это не рассуждение, а просто вот я, ну, сравниваю себя и его. И, конечно, в первую очередь я бы сделал, конечно, избу. Все усилие я бы поставил на все силы, на, как сказать, на постройку избы. А не в первую очередь там солонцы, там еще где-то разведка с боем. Ну, обычная разведка. Это, ну, разведка, это, конечно, когда ты отдыхаешь, можно такие кружки сделать. Но тяжелый путь он выбрал. Ну, будем смотреть дальше, что там будет. Когда уже будет изба, там все это посмотрим. Вот. И палатка они живут, и, конечно, тент еще надо было им взять. Тент под дождем, чтобы, ну, побольше тенда, чтобы крыша была над головой, над палаткой, чтобы была. Но это чуть-чуть, наверное, не подумали, как я понял. Все мы проходим разные пути, разные трудности. Когда я эту избу строил, тоже всякое бывало. И в дождь попадали, и трудились до позднего вечера, там, еле доходили до наров.
отдыхать там, блин, до такой степени уставали. Вот. И сегодня вот тоже немножко подустал я. Но если хариуса ловить, конечно, вдвоем легче. Там один сверлит эти лунки, другой пробует. А я вот там просверлю лунку, потом 15 метров пройду, вторую лунку просверлю. Возвращаюсь за удочкой, которую я оставлял. Пока я сверлю вторую лунку, эта удочка там на первой лунке ловит рыбу. Ну, поклевки если есть, я дальше там сижу или еще лунки делаю. А нет так, каждые 15 метров, где вот ты думаешь, что рыба есть, там сверлишь, блин, сотни лунок. Ну вот, я сколько просверлил сегодня. Если со старым ледобуром ничего у меня не получилось, а вот этот новый ледобур с длинным шнеком вообще тема, вообще, блин, так, ну вот, сколько лунок я сегодня просверлил и нормально. Правильно сделал, что купил. Давно хотел. А потом на старый ледобур у меня ножа, ну, не получилось купить. Нету в продаже. И вот сейчас я купил и пользуюсь новым. Подкинул еще 2 полена. Ну, пусть тлеет, там горит. Сухое полено и опять загорелось. Сейчас я полежу еще минут 15 и буду ужинать. Вот так вот. Отдыхаю.